Добрый вечер пятницы. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 16-летняя девушка нашла интересный способ мошенничества. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы республики. Одна из посетительниц забыла сумку. Когда она подошла к администрации узнать, не передавали ли ей вещь, то администратор шокировали новостью, что найденную сумку у них уже забрала другая. Вскоре личность мошенницы удалось выяснить. Ей оказалась наша героиня. Она видела, как потерпевшая оставила сумку и ждала подходящего момента, чтобы завладеть чужим имуществом. Но прохожие отдали сумку администрации. Тогда она просто выдала себя за хозяйку и покинула помещение вместе с похищенным. Итог: уголовное дело по статье мошенничества. 9 неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали инспекторы ГИБДД на улицах столицы республики. Инспекторы проверили улицы Амосова, Ярославского и Кирова, где стоят знаки, запрещающие парковку. Выписано 7 административных протоколов. В ходе предыдущего рейда выявили 10 автомашин. Как сообщают в управлении дорог окружной администрации, если водитель успевает появиться на месте в момент эвакуации, его штрафуют на 1500 рублей. Если же он явится позднее, то должен будет компенсировать затраты на перевозку и посуточный простой автомобиля. Кстати, в эти выходные госавтоинспекция увеличит плотность нарядов ДПС на дорогах Якутска и трассах, ведущих к городу. Гаишники будут проверять водителей на предмет опьянения и нарушения правил перевозки детей. Жители города могут сообщить о водителях, которые ведут себя неадекватно, по телефонам 127 и 47 35 69, а также 35 22 22. 32-летний иммигрант из Ирана, находившийся на борту самолета Air Mexico, снял на видео момент катастрофы и ее последствия. На кадрах видно, что самолет начинает терять высоту, потом происходит удар о землю. За кадром слышны крики и плач, салон постепенно наполняется дымом. Напомним, что накануне самолет авиакомпании Air Mexico потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта города Дуранго. По предварительным данным, причиной аварии стал резкий порыв ветра, и лайнер задел крылом землю. На борту находился 101 человек, 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Выжить удалось всем. Большинство людей сумели покинуть самолет самостоятельно. Серьезные травмы получил лишь командир воздушного судна. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 4 15-летних подростков ограбили молодого человека за то, что он сделал замечание о разбросанных окурках. Они набросились на него толпой и отобрали портфель с документами. Также в нем находились ключи от квартиры и 2000 рублей. Далеко им не удалось уйти, и всех задержали сотрудники полиции. Возбуждено дело по статье «Грабеж». Родители подростков понесут административную ответственность. Продолжим тему детской преступности. В российских школах выявят агрессивных учеников. Такую задачу поставил Минпросвещение региональным учителям в методических рекомендациях. Агрессию школьников переориентируют на социально полезную деятельность. Документ подготовил Центр защиты прав и интересов детей. В рекомендациях сказано, что не только явная агрессия по отношению к окружающим, но и другие ситуации могут стать поводом для особого контроля над школьниками. В числе таких ситуаций могут быть проживание в неблагополучной семье, разочарование во взрослых, малообщительность и обостренное чувство социальной несправедливости. Детские лагеря Якутии оштрафованы на 650 тысяч рублей. Управление Роспотребнадзора составило 267 административных протоколов на детские лагеря. Во время проверок были выявлены нарушения при организации питания, медицинского обеспечения и при эксплуатации объектов. Напомним, в прошлом году сумма штрафов составила 1 миллион 200 тысяч рублей. В этом сезоне открылось 331 летнее учреждение отдыха и оздоровления, где отдыхает 21 тысяча детей. В полицию Якутска обратился мужчина с сообщением о краже самовара. Его ограбил собутыльник. Он дождался, когда владелец раритета заснет, и утащил самовар, предварительно вылив содержимое в раковину. Подозреваемый признался, что планировал сбыть краденое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самовар вернулся на стол потерпевшего. Женщина из Мирного заключила фиктивный брак с иностранцем, чтобы заработать 20 тысяч рублей. В суде женщина утверждала, что иностранец живет с ней и помогает воспитывать 6 детей. При этом, согласно полученным документам, женщина состоит на учете органов системы профилактики несовершеннолетних как неблагополучный родитель. В итоге брак расторгнули.
Уголовное дело о хищениях в Национальном художественном музее рассмотрят 17 августа. Напомним, по версии следствия, сумма хищений составила порядка 40 миллионов рублей. В совершении преступления подозревается директор по финансам, бухгалтер и сотрудник отдела кадров. Подозреваемые распределяли сэкономленные средства фонда оплаты труда между собой, похитив 14 миллионов рублей. Кроме того, с 2013 по 2017 годы они фиктивно трудоустроили родственников и перечисляли заработную плату. Полученной суммой в 26 миллионов рублей они распорядились сами. Буба и Карис задержали рейсы в Париже. Два самых успешных французских рэпера подрались в терминале аэропорта Орли. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Роман Чуриков. Эти двое 6 лет назад исполнили песню об автомате Калашникова, а теперь закидывают друг друга флаконами с духами и тюбиками губной помады. Два самых успешных рэпера во Франции, Буба и Карис, подрались в среду в терминале аэропорта Орли под Парижем. Ареной сражения на глазах у десятков пассажиров стал магазин беспошлинной торговли. Причем в потасовке приняли участие как сами музыканты, так и их свиты. В ход пошли не только кулаки, но и товары из ассортимента duty-free. После этого драка продолжилась в зоне ожидания. Из-за потасовки администрация аэропорта закрыла весь терминал. В результате пришлось перенести время вылета нескольких рейсов. Задержки в ряде случаев достигали получаса. Буба, Карис и 9 их сторонников задержаны и допрошены. Что стало причиной драки, неизвестно, но две звезды враждуют уже 5 лет, после того, как Буба обвинил Кариса в том, что тот не поддержал его в конфликте с другим рэпером, Рольфом. Тот сейчас в тюрьме за нанесение тяжких увечий подростку, фанату Бубы. На этом пока все. Берегите себя и хороших выходных.